Рано утром сотрудники столичной коммунальной службы и зеленого хозяйства приступили к работам по обрезке нижних пластин пальм после двукратного их лечения. А пальмовые насаждения, которые сильно пострадали от насекомых-вредителей и не восстановились после лечения, спиливают. Чтобы личинки пальмового долгоносика не распространились на здоровые деревья, сухие ветви спиленного дерева сжигают, а ствол закапывают глубоко в землю. У нас сейчас заключение на 7 пальм на удаление полностью, которые, к сожалению, после двухкратной обработки они не восстановили, и у них нету точки роста вообще. Очень, конечно, жаль. Пока 7 и еще плюс 3. Это 10 пальм, которые будем удалять. Всего на учете у коммунального управления столицы 522 крупномерные пальмы. Финик канарский, Вашингтония, Бутия и слоновая пальма. Из них уже обработано 335 пальмовых насаждений. Этим финиковым пальмам порядка 100 лет. Специалисты их лечили несколько раз. Сейчас работники коммунального управления обрезали сухие ветви пальмы, так как на них находились личинки жуков-вредителей. Но при этом точку роста дерева сохранили. И есть надежда, что эта пальма будет спасена. Нередки случаи, когда жители столицы забирают спиленные ветви пальм для хозяйственных нужд. Этого делать категорически не рекомендуется, так как с ветвями переносятся и личинки пальмового долгоносика. Профилактические работы по борьбе с пальмовыми вредителями включают в себя не только лечение, спиливание ветвей и вырубку пальм. Для приманки опасных насекомых по всему городу устанавливаются специальные феромоновые ловушки. Всего по Сухому 6 таких ловушек. Нашими экологами Института экологии расставляются феромонтовые ловушки для того, чтобы нам и следить, и проводить эту работу. Поэтому обращение ко всем гражданам, если вы видите и на крышке там написано, что это именно для этого, пожалуйста, не забирать домой, потому что это может принести большой вред в хозяйстве. Как только установится погода, специалисты вновь приступят к обработке вековых пальмовых деревьев специальными ядохимикатами, которые были выделены на эти цели Министерством сельского хозяйства и фондом «Горная Абхазия». Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.